Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за те прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, за ваши лайки, за вашу помощь. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, что вот-вот должно и случиться в вашей жизни. Что случится с вами? Будем смотреть на самые ближайшие 3-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что должно случиться, и на то, что случится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Смотрите, здесь у вас огромный плавник акулы, да, какая-то опасность. Опасность, которую вы не только сможете обойти, избежать, но и, воспользовавшись ситуацией, вы, как знаете, что-то выиграете для себя, либо обретете. Здесь очень сложная, но очень классная азартная игра, в которой по-любому вы победите. Вы все разные, да, цыпка у нас общая. Но здесь, знаете, как если сравнивать, то это хождение по канату, либо хождение по лезвию ножа. Вы рискнете, и вы останетесь в выигрыше. Не только переживете эту опасность, но и воспользуетесь моментом, ситуацией для того, чтобы что-то обрести, в чем-то выиграть, чего-то добиться, да, улучшить свое положение. Ну, снимаю шляпу, аплодирую стоя, у меня просто нет других слов. Вы умничка, вы молодец. И я так понимаю, что вы очень способный и талантливый человек. Может быть, не рисковый, либо не всегда, да, вот когда вы уверены, что да, я могу, вы рискуете, либо скромный человек, да, который не желает пользоваться ситуациями, которые вот прям в руку идут. Но в этом конкретном случае вы молодец, вы уделаете всех своих врагов, всех своих там завистников, недоброжелателей. Все так и останутся с такими выпученными глазами, и челюсти будут отвисать прям до земли, да, по земле волочиться. Ой, умничка, ой, молодец. Здесь такой фурор, здесь такой триумф. И главное, адреналин. Тут прям такой адреналиновый удар, адреналиновая волна. Ох, какая вы умничка, ох, какая вы молодец. Так, дальше идем. Здесь какой-то зверек, похожий на белку, но на белку-мутанта. Крадется к вам, очень тихо пытается подойти. Такое впечатление, что кто-то пытается на вас навесить лишнюю, ненужную, не вашу, тяжелую, очень тяжелую физическую работу. Крадется, прям крадется, думает, как бы застать врасплох, как бы вот кинуться на вас так, чтобы вы не успели отбиться. На работе, по дому, да, в домашнем хозяйстве, может быть, даже какие-то родственники, какие-то знакомые хотят вас точно захомутать, подрядить на тяжелую физическую работу. Мои хорошие, будьте бдительны, не теряйте бдительность, да, знайте себе цену и избегайте этого момента. Вот придумайте что-нибудь, да, заранее придумайте себе какие-то планы, придумайте отговорку. Оно вам ни к чему. Поверьте, работы будет так много, и это будет так тяжело, что это каким-то не лучшим образом может сказаться на вашем состоянии здоровья. Да, можно травму получить, можно убить себе спину во всех смыслах этого слова, можно стереть там руки в кровь, понимаете? Очень тяжелая физическая работа. И прям она крадется к вам. Будьте повнимательнее, будьте побдительнее, и не надо выполнять чужую работу. Оно того не стоит. Вы у себя одна, себя нужно любить, беречь, ценить. Поэтому, пожалуйста, да, примите меры заранее. Ходите из дома, закройтесь, никого не впускайте, трубку не берите телефонную, если будут звонить. Здесь явно крадется белка-мутант. Это не просто белка, да, типа работа, это гигантский зверь.
гигантский зверь, тяжелая работа, вот серьезно говорю, без шуток. И вот пытаются прям на вас ее скинуть. Не-не-не, не должно это пройти. Так, еще. Здесь мужчина вышел. Мужчина с большими ушами. Мужчина. Смотрите, у одних отыграется, что это ваш мужчина, и мужчина будет падок на чью-то лесть. Вот кто-то начнет ему льстить, говорить, какой ты сильный, какой ты умный, какой ты красивый, о боже, что за мужчина, да? Мечта, мечта, мечта любой женщины. Да? Какая-то дамочка может присесть ему на уши и так конкретно на них проехаться. И вас это, конечно, будет немножко раздражать. А у других отыграется, что вы поймете, как влиять на вашего такого противного, упрямого и несговорчивого мужичка. Да, девчоночки, вот прямо попробуйте, случайно, может быть, получится. И скажете, вот она твоя болевая точечка, да, вот он где пульт управления. Слушайте, но у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Но в любом случае, девчонки, вот, его слабое место – это его уши. Хоть и говорят, что женщины любят ушами, не-не-не-не. Ваш персонаж, он как раз-таки любит ушами. Да, не животом, там, не глазами, а именно ушами. Это его слабое место, назовем это так, да, либо пункт его управления. Примите это к сведению и, конечно же, пользуйтесь этим. Так, еще какой-то сложный вопрос – либо затянувшийся, либо в принципе сложный, либо там много людей задействовано, ну какая-то мешанина идет. И вам придется, вот знаете, прям по фрагменту, по кусочку все это разбирать. Очень кропотливая и очень такая, знаете, времени затратная работа вас ждет, вам предстоит. Но знаете такую вещь, если не вы, то никто. Только вам под силу с этим справиться. И только в ваших руках лежит вот это решение этой ситуации, решение этого вопроса. Вам желаю усидчивости, поменьше нервничайте, поменьше психуйте. И вот прям кусочек за кусочком разбирайте. Вы разберетесь, вы сможете здесь все, как говорится, наладить, настроить, да, разобрать. Не спешите. И кто бы что бы вам ни предлагал, помощь, вмешательство, влияние, не, только сама и только по чуть-чуть, да, вот по маленькому фрагменту. Получится, справитесь. Время, конечно, потратите, но зато справитесь. Еще мне показывают женщину с такой фигурой, либо действительно фигура красивая, либо она считает, что у нее фигура красивая. Может быть, в каком-то облепоне постоянно ходит. Женщина, может быть, даже занимает какую-то должность, ну, либо считает, что у нее там какой-то супер авторитет, да, важная птица. У этой женщины какие-то претензии будут в вашу сторону. Претензии глупого характера. Как, знаете, обвинить вас в чем-то может, даже заочно может вас в чем-то обвинить, что-то о вас плохое сказать. Либо, если это ваша начальница, может цепляться к вам беспричинно. Беспричинно. Хотя причина есть. Причина здесь одна. И она очень значимая, называется зависть. Она вам очень сильно завидует. Завидует вашей молодости, вашей красоте, обаянию, привлекательности, тому, что вы умничка, того, что природа вас наградила, в отличие от нее. Да, у нее что все, не знаю, то ли накачанное, то ли вставленное, то ли как напиханное. Да. 100% вату носит. Вот. Так что, мои хорошие, с этим ничего не поделаешь. Это зависть. И что есть, то есть. Да, не принимайте близко к сердцу. Ну, дурочка, да, просто считайте, что она больная, немножко так же судьбой покалеченная. И все. Делайте свои дела, на нее внимания не обращайте. Так, и еще неожиданно вам придется куда-то прям бежать. Причем бежать очень быстро. Знаете, как на лету одеваться, собираться, выбегать из дома. Либо риск куда-то опоздать, да, не рассчитать времени, либо действительно вас куда-то очень экстренно, быстро позовут. Ну что, адреналин, конечно, да, вы успеете, да, потому что вы такой человек, у вас есть цель, нет препятствий, да, вы очень обязательный человек, вы успеете, но эта гонка, она, конечно, ну, стресс, это стресс. Поэтому старайтесь, пожалуйста, всегда следить за временем и всегда какой-то временной запас себе выделяйте, да, такой небольшой временной кармашек, да, оставляйте, там, может, в 30 минут, там, в 20 минут, да, чтобы вы могли вот
ну, всякие форс-мажоры, да, переживать спокойно, чтобы не нужно было бегать, сорви голова, чтобы не нужно было стрессовать и чтобы не было вот этой одышки, которую вы, ну, точно испытаете, потому что бежать будете быстро. Так, еще с левой стороны какая-то встреча отменится, встреча, свидание, что-то отменится. Но я не могу сказать, что вы прям очень сильно расстроитесь, скорее как, ну, такое, знаете, и не сильно хотелось, да, с другой стороны, такие мысли, а почему отменили, зачем отменили. Значит, там ничего криминального нет, просто вот какая-то накладка произошла, либо стечение обстоятельств. Вот. То, что было отменено, оно произойдет чуть попозже, в назначенное там время, в новое назначенное время оно произойдет. Так, какие-то кусты, деревья, кусты без листьев стоят, без листьев. Смотрите, здесь как послание, что вот эти кусты, вот эти деревья, они хоть и без листьев, но они живые. То есть, может быть, в прямом смысле слова, у вас есть там огородик, да, либо у вас есть сад, и какие-то деревца там не дают почек. Вы думаете, о, надо будет там сносить, рубить, выкорчевывать. И здесь вам просят передать, что они просто спят. Да? Они просто спят, и там и будут и листья, и цветочки, и завяжутся плоды, и все будет хорошо. Да? Просто надо время, да, чтобы время прошло. Не выкорчевывайте, да? Дайте шанс этим кустикам, либо этим деревьям. То же самое может отыграться в какой-то работе, в каком-то деле. Допустим, вы чем-то занялись, прошло несколько дней, а результата, грубо говоря, нет. Ну, листья – это деньги, да, денег нет, прибыли нет, прихода нет. И вы думаете, ой, зря, надо бросать. Опять же, вам просят передать, что ничего бросать не надо, просто продолжайте. Просто продолжать. Может быть, не все о вас знают, может быть, как бы реклама еще там не до всех дошла. Просто надо еще чуть-чуть подождать. То есть не бросать, продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, да, что вы начали. Ну и деревья тоже, пожалуйста, пока не рубите. Не стоит этого делать, это важно. Так, еще я вижу музыку. Музыку очень для вас, ну, нетипичную, да, нетипичную. Вам нравится какая-то музыка, но не это. Да, может быть, это какая-то громкая музыка, либо наоборот какая-то там прям классика. Может быть, наоборот, что-то этническое, может быть, что-то зарубежное, либо наоборот отечественное. В общем, какая-то музыка идет, которая вам очень-очень понравится, и она прям зацепит вас, зацепит, будете ходить и напевать. Знаете, как импульс какой-то у вас просыпается благодаря этой музыке. Напеваете, ходите, эта музыка, эта песня, может быть, да, либо мелодия вам как по жизни помогает. Так мне идет. Прям влюбитесь в какую-то музыку, в какую-то мелодию. Так, еще мне показывают мужчину очень-очень ленивого, но очень сообразительного. Мужчина чем-то не хочет заниматься, причем категорически не хочет этим заниматься, и будет искать повод, такую железобетонную причинку, чтобы от чего-то отказаться. Ну, вы этого мужчину знаете как облупленного, вас просто так не проведешь. Вы скорее будете как изумляться, да? До чего же ты ленивый? Вот взять бы твой талант, да, вот это сочинительство, да, направить его на монетизацию, ты бы богатым стал. Вот до чего человек не хочет работать там, либо что-то делать, и вот он придумывает, всякие вариантики пробует. Ну вот придется его обламывать, да, либо раскусывать на ходу. То есть он вам только начинает говорить, что у него там сердечко стучит, ёкает, то ли там со спиной какая-то проблема, то ли с головой какая-то проблема. А вы его раз и разоблачили. Недоволен он вами будет, что вы перестали быть такой легковерной. Но с другой стороны тоже, знаете, какая-то как отдушина, как развлечение, да. И его на место поставить, и свою интуицию и эрудицию проявить. Ну, вы молодец, вы молодец. Так, еще кому-то приедут то ли дети, то ли внуки. Причем приедут такие голодные, холодные, да, прям все у вас подъедят. Будете готовиться к встрече, готовьте на полпорции больше.
может быть, на 1,5, смотря какое количество людей едет. Но прям очень голодненькие едут, холодные, голодные, и действительно прям все-все-все съедят. А может быть, вы настолько вкусно готовите, что они как прям голод почувствуют до вкусняшек, да, и все у вас поедят. Так, кому-то какой-то человек придет в дом, чужой человек, но с каким-то делом, с каким-то заданием. Опять же, вы все разные, отсыпка общая. Может быть, это какой-то мастер, да, по ремонту чего бы то ни было. Может быть, это какая-то проверка. Может быть, это медработник, либо соцработник. Да? Ну вот кто-то в ваш дом придет. Заставьте этого человека разбудиться. Разбудиться не просто в коридоре, а за порогом вашей квартиры, либо вашего дома. Что-то мне не нравится, это обувь, и что-то он на обуви может принести либо очень вонючее, либо очень заразное. Ну, не хочу я вот это ковырять. Я вас предупредила, кому будут приходить чужие люди, прям настаивайте, чтобы человек за порогом вашего дома разбывался. Хотите, там газетку ему постелите, либо что-нибудь там, тряпочку какую-нибудь. Но не входил в ваш дом в своей обуви. Обувь идет как токсичная, что-то на ней такое нехорошее есть на этой обуви. Не могу сказать, что прям специально этот человек заразу несет в дом, но, возможно, случайно где-то вступил, да, был в какой-то неблагополучной, например, квартире, и какую-то заразу там, на заразу на какую-то наступил, и вот зашел к вам. Поэтому настаивайте, чтобы разбывался. Прям такой совет идет. Так, еще здесь образ женщины, которая с ребеночком. Смотрите, у одних отыграется, что ребеночек, да, дети, а у других отыграется, что что-то ваше, вот ваше дело, ваше начинание, да, почувствуют за долгое-долгое время себя в безопасности, вот как под козырьком, под защитой безопасности себя почувствуете. Может быть, действительно вам что-то угрожало, может быть, вы чего-то боялись, может быть, кто-то лез к вам, да, со своими там ненужными действиями. И вот за долгое время вы наконец-таки сможете выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. И себя в безопасности чувствуете, и чувствуете, что ребенку ничего не угрожает, либо вашему, например, делу, начинанию. Ну, я вам скажу, расслабитесь. Наконец-таки вы расслабитесь и прям спать лучше станете, и кому-то прям аппетит вернется. Аппетит. Хороший на самом деле знак, добрый для вас это знак. Да, сколько ж можно в стрессе жить, сколько ж можно в этих переживаниях и дергаться от каждого шороха, от каждого звука, либо телефонного звонка. Выдыхаете, стресс уходит, переживания уходят, сон наладится, аппетит проявится. В общем, все как полагается. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.